Бәдінде Петр I Европаға ишік ойған тәгенде ауыт толтырып бәдет алават. Карим Хакимов яқын көсішқа дур ишік асқан кіші. Карим Хакимов – советский дипломат, первый посол СССР в арабских странах, генеральный консул СССР в Саудовской Аравии. День рождения – 28 ноября 1890 года. Его малая родина Атайсал, Бишбулякский район, деревня Дюсаново. Его уникальность в том, что у него была идеальная, отличная интуиция. Были такие вопросы и решения, которых надо было принимать сразу же. Кроме этого, еще он был очень харизматичным человеком. Может быть, и на других людей действовала и его харизма. Карим Хакимов происходит из башкирского рода Сарайлы-Мин. Основная часть сарайлинцев проживает в юго-западной части Башкортостана, в долине реки Дема. Их называли демскими башкирами. Метрика қағыды хақланы бәді, ол Орынбор Деня назаратының документтары, метрика қағыдары жатала. Шында 1890 жылдың 15 ноябрында Қадырық Бишбулак районының Дөсан ауылында Карим Ғабдырауов ұлы туған деген хүддар ядылған. Һәм бұл кері қақы дәлел, ысын мәғінәнді ол Башқұрт ғалияһында туып өскен, Башқұрт ауылында. Әлбетте, ол дәуірде балалар татар тілінде ғылым алған. Йылдар өткәсінде кеше өзінің ұшы асылына кері қайта. Һәм әлбетте, Карим Хакимов өзінің Башқұрт екендігін білген. Һәм өзінің документтарында, әлбетте, ол анкеталарда Башқұрт деп ядған. Отец Карима был достаточно трудолюбивым крестьянином. У них было 2 лошади, 2 коровы, 6 овец и 4 козы. По тем временам это был достаток ниже среднего, и Кариму приходилось батрачить на богатых. Он ничем не отличался, когда маленьким был, от деревенских мальчиков. Отличался наверняка только тем, что он был очень веселым, музыкальным, пел все время, прыгал, скакал, плясал и придумывал что-то, новые игры. И вот этот человек, все-таки работая над собой, сам сделал себя. Судя по архивным документам, Дюсаново – поселение башкир-припущенников. По легенде, Дюсан Бабай обратился к башкирам-вотчинникам с просьбой предоставления земли. Несмотря на то, что они владели этими землями на законных основаниях, их постоянно притесняли жители соседней деревни Борисовка. После многих лет они все-таки обратились в суд. В Уфимской губернии, в Уфе был суд, и делегация из нашей деревни поехала туда, и они не могли рассказать по-русски, что эта земля принадлежит им. Мулла был там в делегации, он приехал и потом рассказал своим ученикам. Вот незнание языков ведет к очень плохим последствиям. Этот несправедливый случай потрясло и Карима. И он дал себе слово: «Я буду учиться и выучу русский язык». Он в совершенстве владел 9 языками: русский, башкирский, татарский, английский, арабский, французский. У него было такое большое стремление изучать именно арабский язык. Из автобиографии Карима Хакимова. Начальное образование получил в медресе села Каргалы. В августе 1906 года был вынужден покинуть родную деревню и пешком добираться до Оренбурга в поисках заработка. Весь 1906 год работал дворником в Оренбурге, затем ремонтным рабочим на станции Челкар Ташкентской железной дороги. Карим Хакимов был другом моего дедушки. Они вместе ушли из деревни, а дед нанялся готовить обеды богатому шикирду. И вот у меня, говорит, все время оставалось что-нибудь для Карима, потому что он всегда приходил голодный. И вот так они учились. Дед остался там учиться, а Карим Хакимов все-таки впоследствии это медресе оставил. Он уехал в Оренбург, учился в русской гимназии Никольском, и это не закончил. Поехал в Уфу, в медресе Галия, потому что он думал, что там все-таки больше светского образования дает, чем религиозного. Октябрьскую революцию 1917 года Карим Хакимов встретил в Оренбурге. Он проходит сложный путь от члена Оренбургского военно-революционного комитета до Народного комиссара по просвещению Оренбургской губернии.
Когда вот в Оренбурге он работал наркомом просвещения, вот, наверное, тогда у него впервые появились организаторские способности. Он много открыл школ, дошкольных учреждений, курсы для учителей начальных классов, для воспитателей дошкольных учреждений. Там есть воспоминания соратников из Оренбурга, что он очень красиво умел говорить. Даже когда он с кем-то стоял, разговаривал, рядом проходящий человек обязательно останавливался, он начинал слушать. Ул кешеләрмен арашау белү ихталыгына маһир булган. Йомук булмаган, ошо яһәттән ул ысын дипломат булган. Һәр кемгә ул күңеленә, йөрәгенә асқыс таба белгән. Первый дипломатический пост Карим Хакимов получает в Бухаре. Ему удалось проявить свой талант дипломата во время конфликта с Афганистаном по разделу Бухарской республики. Он сначала работал Куйбышевым, Куйбышева отозвали, он один там остался. И вот в конце 21 года его уже направляют в Персию. И вот есть у нас характеристики Коростылева, Куйбышева, которые написали, что он единственный наверняка такой человек, который знает языки, обычаи, традиции, может общаться, может найти общий язык с чужестранцами. В Персии до него были непростые отношения, там убили наших представителей. И вот он едет туда, конечно, ожидая что угодно, но все-таки он вот эти отношения непростые разрулил за несколько лет работы. Документов периода Персии, конечно, очень мало. Даже Олег Борисович Озеров, который в Министерстве иностранных дел работает, он имеет доступы в архивы. Даже он говорит, что там белых пятен очень много. Многие документы еще не рассекречены, говорит. После революции 1917 года новое советское государство уделяло большое внимание Востоку. В 1924 году в аравийском порту Джидда открывается первое советское консульство. И первым консулом СССР назначают молодого дипломата Карима Хакимова. В Аравии в то время шла жесткая война между двумя крупными княжествами. В Хиджазе правил король Хусейн, а во главе Неджда был представитель саудийской династии Абдель-Азиз ибн Сауд. У нас же с арабским миром не было никаких связей нашей страны. Впервые Чичерин встретился в Лондоне с королем Хиджаза Хусейном, и у них была договоренность, что наша страна откроет там свою резиденцию. И Хусейн согласился, и вот впервые Карим Хакимов поехал туда как представитель нашей страны. Илселик анда булмай. Ул беренче булып ошо илселиккә нигез хала. Шаны үзенең шундай ярдәмчесе бер гарәп була. Уны яллай, уның ярдәмендә ул 5 ай эчендә гарәп телен үзләштерә. Без моны 5 ел өйрәнә алабыз дип бер телдә. Ә ул 5 ай эчендә. Бу нимә турында әйтә? Тимәк, унда Хода биргән халат бар, һәм моны не бар тырышлык хезмәтенә ул инде туран-тура гарәптәр белән иркен аралаша башлай. Первая миссия Карима Хакимова была очень опасной. В разгар боевых действий он должен был лично встретиться с эмиром Неджда, Абдель-Азизом ибн Саудом. И ему это удается. Ибн Сауд человек такой религиозный, еще он был больше любил арабов, европейцев недолюбливал. Вот он не принимал никого из европейцев, а он 3 дня ждал. Он ехал один через всю пустыню. Ибн Сауд впоследствии его принимает, и он сумел ему показать, что наша страна все-таки уважает вот эти традиции, чаяния вот этих народов, которые живут там, и готов с ними дружить. Это, наверное, тоже большая его заслуга. Когда саудиты одержали победу, Карим Хакимов спешит к будущему королю с нотой о признании его власти со стороны СССР. Он едет в лагерь к Абдель-Азизу, но попадает в засаду. По его автомобилю открывает огонь.
Хакимов, недолго думая, выходит из машины и, стоя на коленях, начинает петь. Стрельба прекращается, и он благополучно добирается до лагеря и передает ноту о признании нового государства. Есть даже вот такие предположения. Наверное, вот этот текст ноты, где Советский Союз признает новое государство, он написал сам. Потому что ждать опять решения, что вот это письмо придет из Москвы, времени не было. Арабы, когда приезжают, они хотят посмотреть вот это письмо, они это знают. Знают, что наше государство признало новые государства арабов, признало их независимость, и это очень ценят. Карим Хакимов әлбетте еңіл болмаған. Çünkü ул вакытта Совет Арабстаны бүгінгі хәмәк бай яшәмәгән. Халык аз яшәгән, медикаменттар етмәгән. Карим Хакимов Рәсәй дәүләте менән бәйләнешкә инде. Хорай кесекмәктән ошо Совет Арабстанына әйдәгәдәл ярдәм күрһәтәк, гуманитар ярдәм һәм хөдмәтәлә аның тырышлыгы менән Совет Арабстанына бик күп ризык килә, кием халым килә, медикаменттар килә. Шулай итеп инде ул Карим Хакимов үзенең ошо шәхси инициатива менән ике ил җитәкчелегенең алдында үзен күрһәтә булдыклы шәхес итеп. Менә ошо бер мисал бит. Карим Хакимов проработал в Хиджазе 4 года. Став личным другом короля Абдуль-Азиза, добился того, что государство саудитов стало стратегическим партнером Советского Союза. Из Одессы на Аравийский полуостров тянулись морские караваны, груженные товарами из СССР. Они везли самое необходимое – муку, сахар, текстиль и даже керосин и бензин. До сих пор мука высшего сорта в Аравии называется маскоби, то есть московская. Наверное, еще его уникальность в том, что он любил арабов. Он хотел, чтобы они тоже стали хорошо жить, чтобы у них была своя вода, чтобы они, как европейцы, были цивилизованными людьми. У него было такое стремление. Наверное, арабы это почувствовали, поэтому его так любили. На Аравийском полуострове Карима Хакимова называли «красной пашой». Титул паши дается избранным. За всю историю только несколько российских начальников удостоились этого титула. Великий полководец Александр Суворов, адмирал Федор Ушаков и наш Карим Хакимов. Совет дәүләтеннән килгәсендә, Совет Россиянан килгәс, әлбәттә урында халык уга Кызыл Паша дип исем бирә. Кызыл Паша ул ихтирам, хөрмәт йөдәнә әйтелгән хут битендә, Кызылы ул безнең Россиядә аңлата. Һәм безнең Кызыл йондуз, мана бөтә атрибутика шуңа бәйле. Демәк, ошо ябышып кала Карим Хакимовка ошо хут кушамат инде. Гомер буе шо йөртәләр һәм хезмәттәләр елдар үткәс, безнең күренекле драматург Нәҗип Асанбаев Кызыл Паша исемле пьеса яда. Хөрмәтле Карим әфәнде. Безнең илләребезне якынлаштыруда безнең хезмәтегез баһалап беткегез. Һез кешелекле лә киселекле булдыгыз. Әңгәмәләш буларак та һезгә хупланмай мөмкин түгел. Кыска гына вакыт эчендә гарәптең йөрәген аңланыгыз. Паша! Әйе, Карим Паша. Бұл безнең халыктың улылап, зурлап әйтүе. Карим Паша. Юк, атай. Ул коры паша гына түгел. Кызыл Паша. Әйе. Кызыл Паша. Министерство иностранных дел дает такую оценку, но еще никто до уровня Карима Хакимова еще не дошел. Ну, там, наверное, и условия другие были, чтобы вести вот такие переговоры, чтобы организовать торговые отношения, вообще отношения организовать с другими странами. Үзенең вәкиллегендә ул башка илләрнең дә вәкилләрнең дә посолларын да үзендә кабул итә, кәңәшмәләр үткәрә битендә, һәм уларны ла ул өндәй Совет Россия менән бәйләнешкә инергә, Сауда бәйләнешен ныгытырга.
Эти уникальные кадры Йемена сняты известным путешественником, режиссером-кинодокументалистом Владимиром Шнейдеровым во время киноэкспедиции 1929 года, которую организовал Карим Хакимов. Когда он был в Йемене, вот король Йемени Яхья, он попросил их провести электричество у него во дворце. И вот они вместе, там операторы, режиссеры провели свет в дворце Яхьи. В Йемене Карим Хакимов работает больше 2 лет. Он был человеком-оркестром, совмещал обязанности и торгового, и дипломатического представительства. Карим Абдраухович Хакимов был не только талантливым дипломатом, известным впоследствии на весь мир, но он был еще, кроме этого, талантливым человеком. Он очень красиво пел, у него был красивый, громкий, звучный голос и хорошо играл на музыкальных инструментах. Вот если подумать, простой деревенский мальчишка, как он умудрился научиться играть на скрипке, на мандолине, он играл на домбре. В музее у нас хранится мандолина Карима Хакимова. Мне кажется, самый уникальный экспонат нашего музея – вот эта мандолина. По воспоминаниям жены, он всегда с собой носил мандолину, и вот когда нужно было решать какие-то серьезные вопросы, ему не с кем было советоваться, что он уходил куда-нибудь в укромное место, где его никто не видел, он садился, играл на мандолине, тихо пел и вот какое-то решение принимал. Настал страшный 1937 год, год ужасных репрессий. 27 октября Карим Хакимов был арестован по ложному доносу. Его обвинили в шпионаже и в участии в контрреволюционной организации в системе Народного комиссариата иностранных дел. 10 января 1938 года Карим Хакимов был расстрелян. Реабилитирован 28 января 1956 года. У нас есть ордер на арест, есть протокол судебных заседаний, но там им не давали слова для защиты, просто прочитали решение суда и отправили в тюрьму. Но есть еще такое, что когда он выходил из зала суда, он сказал: хотя слова мне не дали, но я никогда родине не изменял. Карим Хакимовты атып үтергәс, Совет Арабистаны протест юденен Совет Россия менән бәйләнеште бөтенләй үдә. Менә иң зур фаҗига шунда. Шуннан бирле безнең илләр арасындагы хезмәттәшлек тукталып кала озак елларга. Карим Хакимов – народный самородок. Родился в простой крестьянской семье, а стал послом мира. В его родной деревне Дюсаново чтят память знаменитого земляка. В честь столетия Карима Хакимова был построен музей. И там хранятся личные вещи легендарной личности нашей страны, выдающегося дипломата мира. Он очень любил родину. Он старался как-нибудь при первой малейшей возможности приезжать сюда, в деревню. Потом вот в письмах брату он спрашивает, как там это, как кто, что происходило в деревне, что нового. Чувствуется, что он очень скучает и очень любит свою малую родину. Башкортстандан илчеләр күп сыккан. Менә Карим Хакимов ул тәүге дипломатлардан бере. Илче булу анһат түгел, әйтүмсә бик төпле белемгә ия булырга кирәк. Сит илләрдә күп белергә кирәк. Һин бик акыллы булырга тиешең, бик белемле булырга тиешең. Һәм мәктәп эскәмәндә үк һин инде кемендә бер 4-5 телдә белергә тиешең. Как быть легендарным, как Карим Хакимов? Изучайте языки, международные отношения. Уважайте людей, вне зависимости от статуса и материального положения. Будьте открытыми и стремитесь к диалогу. Узнавайте историю и культуру своей страны. Разрешайте конфликты мирно.